Всем доброго утра, хорошего настроения. Начинаем новую рабочую неделю. С вами Вероника Дамтосова. Конечно, начинаем с позитивных, хороших, интересных новостей. Итак, что же произошло за это время? Ну, пока вы спали. В Волгоградском Улусе Якутии запущен туристический сайт для развития местного бизнеса. Идея создана, ресурс возникла в связи с необходимостью систематизировать информацию о местных предпринимателях, объектах размещения и туристических локациях. Изначально проект пытались реализовать с помощью привлечения IT-специалистов, однако актуальное наполнение сайта требовало постоянного участия человека, так как информация быстро устаревала. Местные жители спасли группу белух, севших на мель в устье реки Уда в Хабаровском крае. 2 самки и 3 детеныши застряли на мелководье. Китов заметили студенты, а затем на помощь пришли другие местные жители. Детенышей быстро сняли с камней, а вот со взрослыми пришлось повозиться. Мамочек белух вытаскивали с помощью грузовика с краном, чтобы животным было комфортнее и все время поливали водой. Спасательная операция заняла около 2 часов. Сейчас киты в безопасности, люди дежурят на берегу в ожидании прилива, чтобы убедиться, что они благополучно уйдут в море. И о том, что же творится на лунном небосклоне. 3 августа спутник Земли встретится с самой удаленной планетой Солнечной системы Нептуном. Это можно будет увидеть телескоп при увеличении до 100 крат. И 4 августа Луна ожидает рядом с планетой Сатурн, которая находится в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля, и является самой дальней планетой Солнечной системы, видимой невооруженным глазом. А вот 7 августа она пройдет рядом с Ураном. Для наблюдения будет достаточно бинокля, а при увеличении от 100 крат в телескопе будет даже различим диск планеты. Ну и не очень приятные новости. Первая магнитная буря августа началась на Земле, сообщили лаборатории солнечной астрономии и Киран. Ученые ожидают, что она продлится около 4-6 часов или меньше. Так что вздыхаем, выдыхаем и говорим, что голова болит исключительно, потому что чуть-чуть вы зависимы от магнитной бури. Всем хорошего утра, прекрасного настроения и переходим к другим новостям. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В России расширили право многодетных семей на получение единого пособия. Теперь выплаты сохраняются, если среднедушевой доход семьи превысил региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Ранее даже незначительное превышение порога лишало родителей господдержки. Новая норма, принятая по поручению президента, устанавливает размер такой выплаты на уровне 50% от прожиточного минимума на ребенка. В вузы Якутии на 5277 бюджетных мест подано более 48 тысяч заявлений. При этом наибольший интерес абитуриенты проявили к медицинским и инженерным специальностям. В текущем году изменились правила. Подать документы можно только лично, по почте или через госуслуги. А целевой прием стал более адресным, с закреплением мест за конкретными заказчиками. Также ограничены условия поступления по внутренним экзаменам для выпускников колледжей и сокращено число платных мест по 40 направлениям. Сейчас компания перешла к этапу зачисления согласия от абитуриентов. Принимаются до 1 и 5 августа. Трудовые отряды подростков – важная часть летней занятости молодежи в городе Нерюнгри. Со следующей недели стартует 3-я смена, которая станет завершающей в этом сезоне. В 1-й и 2-й сменах трудилось по 18 человек. В 3-ю смену выйдут 20 ребят. Участие в проекте дает школьникам возможность не только заработать первые деньги, но и приобрести ценный трудовой опыт, научиться ответственности и почувствовать себя частью важного общего дела. По окончании всех смен организаторы подведут итоги проекта. Лучшего участника выберут по ряду критериев: соблюдение трудовой дисциплины, проявление социальной активности и степень вовлеченности в деятельность отряда. Узнал о трудовом отряде я от друга. Он в прошлом году работал тут, и меня заинтересовало это. Я подал заявление, нужно было аттестат и медкомиссию сделать. Вот прошел отбор и работаю. Тут мне больше всего нравится работа с детьми. В первую очередь. И мы придумываем для них квесты, проводим их, делаем инвентарь. И все это сплочает, что ли, нас. Зарплата достойная, абсолютно соответствует времени. И я не жалею ни в коем случае то, что трачу время на трудовой отряд подростков.
Россия и Китай ведут переговоры о переходе на постоянно безвизовый режим на фоне значительного роста взаимных поездок. По данным МИД России, в 2025 году турпоток превысил 3 миллиона человек, а в первом квартале этого года рост ускорился до 50%. Параллельно российская сторона обсуждает упрощение визовых формальностей с Индонезией и Малайзией. В августе в Якутии зафиксировано необычное природное явление. В Хангаласском районе повторно зацвели подснежники. Обычно эти цветы, которые на самом деле являются прострелами, появляются весной в мае. В народе вторичное цветение связывают с затяжным теплом. Якутская дзюдоистка Надежда Татарченко завоевала золотую медаль на спартакиаде народов России в Магнитогорске, выступая в весовой категории до 78 килограммов. Она успешно одолела нескольких сильных соперниц на пути к финалу. В решающей схватке она должна была встретиться с лидером сборной страны Александрой Бабинцевой из Москвы, но из-за травмы соперницы в полуфинале Татарченко стала победительницей автоматически. В ближайшее воскресенье на соревнованиях выступят другие титулованные спортсменки из Якутии. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Ну, новостями с вами поделились. Но теперь, конечно, самое время узнать, что же у нас за окном. В центральных районах 21-23 выше 0, в заречной группе 22-30 со знаком плюс, в южных плюс 19, плюс 23, в Вилюйской группе 20-23 выше 0, в Нижневенских плюс 15, плюс 21 градус, в западных 20-25 со знаком плюс, в Колымо-Индигирской группе Улусов 12-28 градусов тепла, в Янских плюс 9, плюс 24, на северо-западе 2-9 градусов со знаком плюс. В Якутске в 6 часов утра температура составила 21 градус тепла, атмосферное давление 738 метров ртутного столба, ветер 1 метр в секунду юго-восточный. Сегодня днем в Якутске кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, порывы 9-14 метров в секунду. Температура днем в столице составит 25-27 градусов тепла. Ну, погода по-прежнему летняя, но беспокойство вызывают другие обстоятельства. Этим летом из-за продолжительных и обильных дождей непростая паводковая ситуация сложилась в ряде населенных пунктов Якутии. Какова сейчас ситуация на реках Якутии, какие из них вызывают наибольшее беспокойство специалистов и что прогнозируют синоптики до конца лета, узнаем нашего утреннего гостя, заместителя начальника Якутского управления гидрометеослужбы Вячеслава Шихирова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, все поражены, горожане именно Якутска, это тем, что затопило Зеленый Луг, в первую очередь, но ситуация, конечно, намного более критичная. А летний павод в Якутии, чем он принципиально отличается от весеннего и какие районы сегодня в зоне подтопления? Ну, принципиальное отличие кроется в источнике воды и динамике процесса. Это весеннее половодье, это на нашей территории, это май-июнь, вызвано оно таянием снега на фоне ледохода еще. Ежегодно в период весеннего половодья в процессе вскрытия рек наблюдаются заторы льда разной мощности, из-за которых возникают наводнения, затопление населенных пунктов. И уровни могут достигать при заторах, подниматься от 2 до 7 метров за сутки. Такое бывает. А летний паводок, это июль-август, который мы сейчас можем наблюдать, имеет исключительно дождевое питание. Характер его развития бывает разным. Вода иногда прибывает постепенно или в случае с горными реками бурно и резко. Все зависит от прохождения циклонов, которые несут в себе паводкообразующие осадки. Летом в период паводка водность рек может держаться достаточно высокой из-за продолжительных дождей. Главная угроза летом – это не ударная волна, а длительная боковая эрозия берегов, тоже вследствие больших осадков. Сегодня сложная обстановка у нас сохраняется. Это в Верхоянском районе река Яна. Но уже по последним данным у города Верхоянска уровень уже у нас понизился ниже опасной отметки. Вода уходит. Также в населенном пункте Батагай уровни не достигли опасных отметок. Ну, как мы, в принципе, и прогнозировали, они были близки, но не превысили опасную отметку и пошли тоже на спад. Интенсивность, высота подъема уровней на реках может судить уже по фактически выпавшим осадкам.
Так что сейчас заранее говорить о том, что населенные пункты этих районов ждет затопление, вот рановато. Это я имею в виду сейчас Момский район и Аймиконский район. Но в этом году потопило вообще несколько сел, да, сильно. Это разовое явление или мы входим в такой затяжной дождливый сезон? Ну, это сочетание обоих факторов. С одной стороны, текущая серия ливней связана с прохождением активного циклона над северо-востоком Азии. Это погодный эпизод. Однако климатологи фиксируют изменение режима атмосферных осадков. В Восточной Сибири летние дожди становятся более концентрированными во времени. Вместо равномерных облажных осадков, да, происходят интенсивные фронтальные ливни, которые резко насыщают почву до состояния водонепроницаемости. И мы наблюдаем переход от классической модели снежный весенний пик, ну, весеннее половодье, да, к смешанной модели, где летний период имеет сопоставимые гидрологические риски. Ну, вообще, за сколько эта ситуация аномальна и будет ли она вообще теперь постоянной для нашего климата? Ну, изменение климата, ну, как бы уже заметно, да, поэтому, как я уже сказал выше, все меняется. Облажные осадки теперь получаются, как идут, как интенсивные ливни. Наибольшую у нас тревогу сейчас вызывает это горно-таежные реки северных бассейнов республики. Это Яна, Индигирка, Адыча, Сартанг, Бурлах, Дулгалах, приток Яны. Для них характерен быстрый отклик на осадки. Уровень поднимается на метр и более за одни только сутки. И поймы там узкие, поэтому вода мгновенно выходит на пойменные участки и начинается затопление низких участков местности. Вот были ли в истории Якутии аналогичные летние паводки? Если сравнить летние паводки разных лет, заметно ли изменения в их частоте и силе? 2022-2025 год – это исторические максимумы дождевых паводков на притоках реки Яна и Индигирки. А главное изменение последнего десятилетия – это смещение пика опасности с мая-июня на вторую половину июля и август месяц. Частота опасных явлений растет, меняется география. Если раньше страдали в основном среднетаежные улусы, да, то теперь стихия приходит и в арктическую зону, где деградация вечной мерзлоты снижает несущую способность грунтов и ускоряет боковой размыв берегов. Вот какие прогнозы на ближайшие недели вот в плане дождей, их продолжительность и ситуация стабилизируется ли в плане именно воды? По данным Гидрометцентра, да, что входит в состав Якутского управления Гидрометслужбы, в ближайшее время у нас ожидается кратковременное улучшение погоды в центральных районах республики. Однако уже в ближайшие дни прогнозируется подход новой серии атлантических циклонов. Затяжных многодневных ливней не предвидится, но ожидаются локальные грозовые очаги, но даже их будет достаточно, чтобы остановить вот общий спад уровней на вот этих реках, которые я называл выше. Какой прогноз на вторую половину лета? Будет ли еще одна волна паводков в августе? Вероятность второй волны достаточно высокая. Август, он исторически является вторым пиком гидрологического года для северо-востока Якутии. И традиционно опасные периоды приходятся на середину августа, когда активизируются южные циклоны и наконец месяца связаны с началом разрушения высотных ложбин. Река Яна, Индигирка, Колыма имеют высокую предрасположенность к формированию новых дождевых паводков во второй половине месяца. Вот, что вообще можно сделать местным властям, получается, чтобы минимизировать последствия вот летнего паводка с учетом того, что, видимо, это будет уже всегда? Такие вещи уже сделаны. Вот и Главным управлением МЧС России разработана и методика, да, как вести себя в таких ситуациях. Правительство нашей республики также все это контролирует. Но необходимо, конечно, своевременное оповещение, да, людей, там, куда эвакуироваться, что брать с собой. И заключить договор с Якутским управлением Гидрометслужбы на предоставление информации и, соответственно, предупреждения штормовых.
Ну, получается, основное предупрежден, значит вооружен. Так точно. Больше сделать нечего. Огромное спасибо за прогноз. Ну, он достаточно вроде положительный все-таки, да, что нам удастся в других местах затопления избежать. Надеемся, так и будет. Ну и ждем вас с новыми новостями, что нас ждет чуть Хорошо. позже, в сентябре, в октябре. Дорогие друзья, за окном у нас было солнечное утро именно в Якутске. Мы надеемся, что у вас тоже. Но, по крайней мере, настроение всегда может поднять улыбка и еще немного энергии подарит активность. Включайте нашу утреннюю разминку и вперед к новым победам. Каждое утро мы предлагаем вам несложный набор упражнений, который поможет зарядиться энергией на весь предстоящий день. Всем доброе утро! Сегодня я расскажу и покажу, как можно избавиться от носогубных складок. Также мы приподнимем именно скуловые кости, потому что у нас каждым годом эта зона сползает вниз. Эта гравитация делает свое дело. И мы подтягиваем также овал лица. Давайте приступим. Первое упражнение. Берем указательные пальцы и кладем возле крыла носа, где у нас носогубная складка. Приложили плотненько, не просто положили, да, а мы притапливаемся, прямо до костей доходим, и мы делаем губой У. Когда мы делаем губой У, вы должны почувствовать именно натяжение вот верхней губы. Делаем 6 раз. У. Даже можете прямо проговаривать букву У. Также второе упражнение. Что мы делаем? Мы должны приподнять именно скуловую кость. Берем масло или массажный крем. Вот эту вот область хорошенько мы обрабатываем, чтобы у нас пальцы скользили по этой зоне. Мы должны скользить средним пальчиком под скулой. Вот где у вас выпирающая часть скулы, вы должны средний пальчик под скулой вести к периферии в области ушей. Плотненько под нижней скулой вы должны делать вот такие вот поглаживающие движения. Делаем 10 раз с каждой стороны. Очень хорошо приподнимает именно скуловые кости, и ваши щеки скажут спасибо. Плотненько скользим 10 раз. Также третье упражнение на носогубные складки. Берем 3 пальчика, это указательный, средний, безымянный палец, и левая рука должна обхватить правую щеку и установить 3 пальчика на носогубные складки. Вот таким вот образом. Что мы делаем? Мы попеременно берем пальчики и продавливаемся внутрь и на себя тянем. При этом мы должны именно работать с мышцами, которые приподнимают щеки вверх. Это у нас малая и большая скуловая мышца. Будут болезненные ощущения, вы прямо будете чувствовать, да, но это именно где крепятся эти мышцы, малая и большая скуловая мышца, она уходит в гипертонус в течение дня. И мы должны максимально расслабить эту зону. Также берем правую руку и заводим за левую щеку. 3 пальчика устанавливаем на носогубные складки, и попеременно мы пальчики проминаем эту зону, которая у нас проваливается, и гравитационный ТОС показывает нам визуально носогубные складки. Вот это вот упражнение очень хорошо поднимает именно скуловые кости, также выпрямляет носогубные складки. Выполняя простые упражнения по технике ГУРО, вы можете избавиться от носогубки и также подтянуть овал лица. Это делается в течение 5 минут. До новых встреч! Ну что, зарядились настроением и бодростью? Если да, то отлично. Надеемся, что с эндорфинами они обязательно вырабатываются при активном движении. Вы ощутили себя еще и немного счастливыми. Интересно, а с какими местами и у якутян ассоциируется счастье? Наша съемочная группа задалась этим вопросом и вышла на улицы Якутска. Узнаем прямо сейчас результат. Конечно, очень нравится река Лена, потому что она необыкновенно красивая. А в этом году вообще полноводная, вообще. Вот. Поэтому мы отдыхать ездим постоянно.
на песке. И просто, вы знаете, вода снимает лучше психиатра и психолога, и психотерапевта. Вода снимает все стрессы. Старый детский мир, там, где сейчас МФЦ, ну именно с детством связанное. Там вот живой уголок был хороший у них, с террариумами и аквариумами. Цирк наш, потому что детям это радость приносит. Когда мы были маленькие, у нас не было таких возможностей посещать такие мероприятия. Было все сложно, а сейчас для детей все есть. И парк, и цирк, можно сказать. Ну, наверное, парк культуры и отдыха. Ну, как-то, когда и грустно, и когда весело, всегда можно. И обычно парк. Старый город, там очень хорошие лавочки, где можно посидеть, там красиво все, цветы растут, спокойно так. Ну, наверное, площадь Ленина, потому что там красивые стоят, вот построили эти ЦРГ, да, очень красивые. Ну и плюс, не знаю, якутские рестораны с якутской кухней очень вкусные. У нас кухня якутская очень вкусная. Парк культуры, вот площадь Ленина. Юность, молодость. Кинотеатр Лена. Ну, раньше, когда первый раз сюда приехал, фильм смотрел. Площадь Республики, именно именно Якутию показывает, да? Очень, красиво, именно якутский Сергей. Городской парк, потому что там детство наше всегда проводилось, родители нас всегда туда водили. Сюрприз, я помню, первый раз, когда покатался на нем, было очень страшно. Хотя сейчас я понимаю, что это просто мелочи. Дом, потому что там тебя ждут жена, дети. Делитесь, пожалуйста, ответом на этот вопрос обязательно с нами. Напоминаю, что у нас работает Макс, телеграм-канал, где вы можете тоже поделиться своими прекрасными местами, не только в Якутске, но и по всей республике. Можно даже с фотографиями какие-то мы обязательно можем показать в эфире и рассказать, что вот такие замечательные места есть у нас в республике. Конечно, многие согласятся, что именно дом является главным местом счастья, поэтому чаще бывайте дома с родными и близкими. И особенно сейчас, летом, когда природа благоухает, многие чувствуют счастье. А еще сегодня день арбуза. Еще один повод для счастья. А вы знали, что арбуз – это полезная ягода. Она на 92% состоит из воды и включает в себя многие важные элементы, такие как комплекс витаминов В, витамин С, фолиевая кислота и антиоксиданты. Когда мы едим арбуз, то помогаем своему организму укреплять иммунитет, поддерживать нормальное функционирование нервной системы и формировать красные кровяные тельца. Важное свойство арбуза – очищение организма. Так что сейчас самый сезон этой ягоды, наслаждайтесь ей, пока она есть на прилавках. И, конечно, все это можно делать вместе в кругу семьи. Помните, как в лучших российских мультиках арбуз делим на всех и радуемся. Такие потрясающие яркие кадры, такие вкусные арбузы, прям захотелось что-нибудь попробовать. А прямо сейчас спешим к вам, конечно, с нашей постоянной рубрикой о том, какие сегодня даты и события. На календаре 3 августа. Сегодня день арбуза. По народному календарю Ануфрий молчаливый. Закрома в этот день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не портились при хранении. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей. В день Ануфрия обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна. Этот день в истории. 1492 год. Началась первая экспедиция Христофора Колумба. 1943. В этот день началась партизанская операция «Рельсовая война». 1958. Впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса. 1959. Открылся первый Московский международный кинофестиваль. 1995. 3 августа истребителями талибов в Кандагаре перехвачен российский Ил-76. В этот день родились Хабиб Бургиба, первый президент Туниса, политический государственный деятель. Борис Курчатов, советский ученый-радиохимик, профессор. Вацлав Дворжецкий, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Анатолий Алексин, советский российский писатель, общественный деятель.
Мария Биешу, молдавская советская оперная и камерная певица, педагог, народная артистка Советского Союза. И Николай Бурляев, советский российский актер, режиссер, писатель, народный артист России. Именины сегодня у Анны, Георгия, Евгения, Ивана, Петра, Семена и Федора. Даты и исторические события напоминают нам о важности нашей общей истории, в которой у каждого своя строчка. Корни, традиции прошлого мы также узнаем, посещая музеи и музейные комплексы, которых в нашей республике немало. И один из таких возможностей – просветительский проект «Серебряное кольцо Якутии», стартовавший не так давно. Единый туристический маршрут исторических мест и объектов региона объединяет сразу несколько культурных и исторических мест республики. Мой коллега Евгений Никифоров решил на себе испытать этот маршрут. Что из этого получилось, смотрим прямо сейчас. А что же нас ждет в ближайшие 2 дня? Конечно же, основа проекта – это посещение музеев, исторических культурных памятников в прямом смысле нашей республики. Например, в селе Майя это будет башня Манчары. В целом музей «Дружба» тоже представляет собой древнее зодчество, так же, как и Черкесский музей, Чурапчинский музей и, собственно, Покровский. Эти 5 музеев, которые встретятся нам на маршруте. Я думаю, помимо просто эстетического удовольствия, понимания того, что на территории республики есть масса интересных культурных объектов, исторических, нам удастся пообщаться с экскурсоводами, прослушать историю той или иной местности, тех или иных строений, может быть, биографии каких-то знаменитых людей, которые внесли свой вклад в развитие истории, культуры, географии нашей республики. Первым на нашем маршруте был музей в селе Майя. Там находится знаменитый исторический культурный объект башня Манчары. Конечно же, для этого пришлось переправиться на другую сторону. Так, здесь у нас представлен тоже такой уникальный экспонат нашего музея, и мы этим тоже гордимся. Это двуручные мечи, называемые кылыс. Нашли его в 1993 году в Джанхадинском наследии. Случайно, в одном захоронении они лежали. Нам удалось попасть непосредственно в саму постройку. Башня Манчары имеет 3 этажа, и каждый этаж по-своему уникален. Я думаю, это однозначно заслуживает посещения. Итак, мы находимся на границе Чурапчинского и Татинского районов. Здесь знаковая стелла, очень красивая новая стелла, которая приветствует с одной стороны людей, въезжающих в Чурапчинский улус, с другой стороны в Татинский. Подъезжаем к Черкеху. Дорога действительно, не могу сказать, что она ужасная, видал и хуже, но дорога достаточно сложная. Здесь нужно действительно терпение, здоровье, уверенность в своих силах и в автомобиле. Самый удаленный в этом списке оказался Черкесский музей. Он находится на 228-м километре трассы Колыма и представляет собой скопление архитектурных, исторических, культурных объектов на огромной территории. Далее, уже двигаясь в сторону города Якутска, мы посетили Чурапчинский музей. Он отличается прекрасными интерактивными залами, очень детализированными экспонатами и интересными экскурсиями. Учеными Института гуманитарных исследований Екатериной Назарной Романовой, Натальей Ксенофонтовной Даниловой очень хорошо оформлено. И на якутском есть, и на русском есть. Конечно же, в список объектов Серебряного кольца Якутии не мог не попасть музей «Дружба» в Сотинцах. Всем привет! Давай попробуем сделать торжественный звонок. Кстати, на территории музея «Дружба» можно переночевать, что мы и сделали. А утром погрузились на паром и отправились в сторону последнего, 5-го объекта Серебряного кольца Якутии, музея в городе Покровск. Всем привет из Покровска. Мы находимся в 5-й точке нашего приключения, в 5-м музее, входящем в Серебряное кольцо Якутии. Это Покровский краеведческий музей имени Ксенофонтова. Добрались сегодня с того берега, переправились через Кангаласы, и вот спустя несколько часов мы в Покровске. Давайте же посмотрим, что ждет посетителей в этом замечательном Покровском музее. Но здесь детям что тут наглядно? Мы буквально демонстрируем, как жили, как рыбачили,
Как мололи Мололи муку. Да, зерна подкидываем. Вот и закончилось наше двухдневное путешествие по историческим объектам, находящимся недалеко от города Якутска. Хочется призвать всех путешествовать больше, изучать историю родной республики, ну и, конечно же, впитывать в себя новые знания. До встречи в проекте «Испытано на себе». Но мы перемещаемся в Бурятию. На днях отметили там 200-летие Эгит-Уйского Дацана, старшего буддийского храма. Событие объединило гостей из разных регионов страны и Монголии. Что сегодня, спустя 2 столетия, притягивает сюда паломников, узнаем в сюжете наших бурятских коллег. Это не театральное представление, а священный ритуал. Главные символы буддизма – буйвол и олень – осыпают зерном и тем самым даруют благословение. А взмахи мечами уничтожают весь негатив. За таким очищением в Эгит-Уйский Дацан приехали тысячи верующих. Молиться за все хорошее, да, за мирное небо над головой, за здоровье, да, за всех живых существ. И думаю, что вот все мы, когда здесь участвуем, вот берем для себя все вот это хорошее. Его построили 2 века назад. В годы репрессий разрушили. Возобновили службы лишь в 1991 году. Несмотря на сложную историю, Дацан Дамчой Равжилинг по-прежнему один из главных буддийских храмов не только в Бурятии, но и в России. И с каждым годом паломников здесь больше и больше. Понимаете, время особенное, время такое непростое. Людям нужна поддержка, в том числе люди ищут дорогу к Богу. И, конечно, хочется, чтобы люди нашли поддержку, помощь. Главным событием двухдневного юбилея стал торжественный молебен Лхамох-Урал с ритуальным танцем Лам-Дацана. А уже после традиционные соревнования. Стрельба из лука, конные скачки, разбивание хребтовой кости и, конечно, национальная борьба. Знакомили гостей и с историей Эгит-Уйского Дацана через конкурсы и выставки, форумы и конференции. На последних судьбу и будущее храма обсуждали вместе с учеными из разных стран. Масштаб празднования приятно удивил верующих. Мы вообще в шоке от народа. Сколько машин, сколько народу. Впервые я вижу такой масштаб людей. Душа сразу очищается, душе легко становится. Не зная прошлого, нет будущего. И, соответственно, мы живем на таком месте, нужно чтить свою память своих предков, своей страны, своего народа. 200 лет не срок для вечности, но огромный срок для человеческих сердец, которые находят здесь свой приют. К юбилею Дацана капитально отремонтировали прилегающую гостиницу, а значит, у паломников наконец появится возможность не торопиться в поисках пути к себе. Антонина Болотова, Чингис Яхунаев, телекомпания «Аригус». Бурятия и Якутия – 2 соседних региона, которые связывает не только география, но и культура. Мы только что рассказывали о 200-летии одного из значимых событий в истории Бурятии. Годы идут, и традиции остаются. И сегодня в нашей студии человек, который тоже бережно хранит связь времен. Только не через исторические издания, а через слова, образы и детские сердца. Лидия Тарасова, Тулук, детский писатель, автор невероятной истории Кандыкан. Как рождается сказка из истории и почему современным детям так важны древние смыслы, узнаем прямо сейчас. Доброе утро. Доброе утро. У нас вот такая потрясающая книга, если кто еще не знаком. Сразу приносит, и ты сразу же из первого кадра погружаешься просто в настоящую сказку. То есть даже открываешь, уже хочется почитать, что же там будет дальше. Вот так вот это выглядит, это самое начало, потом обязательно еще пару страниц перелистнем. Вы вообще кандидат медицинских наук, что поражает, да? Доцент кафедры гистологии и микробиологии. Почему вдруг стали писателем? Это первый вопрос, который, наверное, появляется у всех, когда узнают, что вы не просто писатель, а еще и научный деятель. Вы знаете, я вообще писала в детстве и в юности. У меня были стихи, рассказы, потом на долгое время это осталось за кадром. И когда я ушла в декрет, говорят, что декрет открывает в женщине новые грани. Вот эта творческая моя натура, она вырвалась вперед, и я начала писать. И кроме того, я из педагогической династии, 4-е поколение педагогов высшей школы, и владение словом, оно у нас оттачивалось 4 поколения. И оно вышло еще таким образом, через литературу, оказывается.
Ну, вот говорят, микробиологи видят мир под микроскопом, а сказочник сердцем. Вот не мешает ли научный взгляд сказочному полету фантазии и, наоборот, может быть, даже помогает? На самом деле помогает, потому что любая история — это обязательно логика повествования, если это, конечно, не жанр абсурдизма, и факт-чекинг, то есть если в истории будут какие-то искажения фактов, то вам просто дети не поверят. И здесь научный подход, умение найти литературу, проверить все данные очень помогает. Ну, такие вот реалистичные рисунки, просто потрясающие, именно такие вот из быта, получается, наших детей, да? А ваши коллеги, вот ученые, знают, что вы пишете сказки? Как они на это реагируют и что говорят? Да, ученые знают, и в университете все знают, что я, кроме того, что врач и специалист, я еще и сказочница. Ну, все желают удачи, особенно с того момента, когда я вышла на российский уровень, меня стали замечать, все прям поддерживают, это здорово. Вот ваша, получается, невероятная история Кандекан, да, собрала вот целый букет наград, то есть российских, республиканских, в том числе премию Чуковского, да, что очень солидно, мы вас поздравляем, что такое достижение, такое признание. Вот в чем, на ваш взгляд, секрет этой истории? Ну, там сама изначальная история, реальная, которая лежит в основе сказки, она кинематографична. Потому что это история родовая Илан Кандекан, Маргариты Поповой. И когда я ее впервые услышала, я думала, что там уже очередь из авторов, желающих написать или экранизировать эту историю, есть. И кроме того, в создании этой истории принимали участие эксперты, знатоки венской культуры, филологи, знатоки венского языка. И поэтому нам удалось на страницах этой книги запечатлеть венский быт, как он есть. Поэтому вызывает интерес, конечно, и не только у нас, но и в Центральной России. Угу. Вот в чем, на ваш взгляд, самая главная сила этой маленькой девочки, да, и чему она может научить современных детей, которые привыкли вот к гаджетам, к современной действительности и, конечно, очень далеки от быта? Девочке Кандекан было где-то 4-5 лет. Ее нашли в полностью вымершем стойбище одну, и это была уже поздняя осень, то есть лежал снег. И эта девочка каким-то образом умудрилась выжить. То есть это история про силу духа, про выживаемость, про выносливость, что для современного поколения очень важный навык. Ну и, конечно, в своих сказках вы опираетесь, как вы сказали, на северную историю, то есть на настоящую, на мнение экспертов. В чем, на ваш взгляд, уникальность северных народов, да, которые нужно сохранять и передавать через, в том числе, детскую литературу? На севере человек сталкивается со стихией, наверное, больше, чем другие, да, народы, и поэтому наша культура, она связана с этой особенностью нашей жизни. Мы до сих пор продолжаем верить, несмотря на то, что там живем в современном мире, мы верим, мы в любой непонятной ситуации печем оладушки, и поэтому, конечно, это культура, которая продолжает жить, которая продолжает использовать все обряды, все мифологические смыслы. И важно детям передавать, что мы делаем, почему мы печем оладушки, не просто так же. Ну вот вы какой смысл для себя нашли, рассказывая эту историю, какой вы вложили, чтобы передать детям? А если говорить именно про Кандекан, то это да, кроме силы духа, это еще про связь с корнями, про то, что важно помнить, кто ты есть, даже если ты как Кандекан из Эвенского стойбища попал в якутскую деревню, в другую семью, в другую жизнь. Но вот сохраняй все-таки знание о том, кем ты был изначально. Это важно, это самоидентификация. Вот как микробиолог и мама, что вы думаете о современной страхе перед бактериями? Где грань между разумной защитой и вот какой-то там переживанием, практически паранойей вот современной действительности? То есть, описывая быт, мы понимаем, что раньше же не было столько всяких там средств защиты, средств дезинфекции. Вот хочется как специалист спросить об этом. Ну, все должно быть в пределах разумного. То есть я против фанатичной уборки с использованием большого количества
антисептических, антибактериальных средств в быту, потому что, да, нас окружает много различных микроорганизмов, но они тренируют нашу иммунную систему. Если мы будем, как гнотобионты, это животные, которые не контактируют с бактериям, если мы будем находиться в стерильных условиях, то наша иммунная система, она уменьшится, она будет работать слабо. Все это тренирует иммунную защиту. Но в то же время везде должна быть, именно, как вы сказали, разумная грань. То есть не забываем про банальные правила гигиены, про вакцинацию, что необходимо, да, и про то, что все антибактериальные препараты должен назначать только врач. Вот как, на ваш взгляд, вообще бороться с тревожностью родителей в современной действительности, когда они боятся буквально всего, не только бактерий, но и жизни? Тревожность – это вообще проблема нашего поколения на самом деле. И каждый человек находит свой способ. Мне, допустим, один способ подсказал психолог. Если какая-то у вас возникает тревожная мысль о какой-то возможной страшной ситуации, возьмите ее под контроль. То есть продумайте, что может случиться в этой ситуации, что вы можете сделать. Буквально прописать план своих четких действий. И когда у тебя есть иллюзия контроля, ты как будто бы меньше переживаешь. И второй способ – это найти себе спокойное место. То есть то место, где этот тревожный фон, он снижается, и постараться побыть в этом месте подольше, и тогда его хватит на целый год. Вот, допустим, я только что приехала из деревни. Зарядились энергией? Да, я на дзене. Может быть, появилось какое-то вдохновение, вы что-то пишете сейчас? Да, я сейчас работаю над диалогией про девочку Удаганку. Первая часть уже готова, и она выйдет в издательстве Махаон. У нас уже подписан договор. И я сейчас работаю над второй частью, и вот я думаю, что она должна зайти российскому читателю. Ну вот знаем, что про Кандакан вроде снимали какой-то уже небольшой ролик, мультик, да, что-то есть. А вот на остальные ваши книги уже планируется, может быть, уже фильм снять? Ну, вот эта история, про которую я сказала, да, о девочке Удаганке, она вызвала достаточно большой интерес в российском литературном сообществе. Я ездила в резиденцию писательскую, и кроме того, что я там просто занималась творчеством, я еще представляла эту историю издателям, и очень много человек было, очень много редакторов, которых привлекла эта история, и кроме этого заинтересовала она литературных продюсеров. У меня теперь есть литературный собственный продюсер, который занимается продвижением этой книги, и, возможно, да, есть в планах экранизация, фильм, сериал, может, что-то такое. Посмотрим. Потрясающая новость, будем ждать. Ну а у нас для вас, дорогие зрители, потрясающая новость, вот такая вот замечательная книга. Вот я бы хотела у себя иметь ее на полке, не только для ребенка, мне кажется, для взрослых чудесно. Вы можете, получается, получить ее, если вы ответите правильно на вопрос, потому что если вы интересуетесь или уже начали интересоваться, вы сможете ответить на вопрос, откуда родом Кандакан. Отвечаем, как всегда, в телеграм-канале и в Максе. Нужно быть подписанным. Получается, правильно ответить на этот вопрос. Вопрос сейчас опубликуют. Завтра вечером подведем итоги, как всегда, из числа тех, кто подписан на наш телеграм-канал и Макс, и даст правильный ответ. Ну, а прямо сейчас большое спасибо нашей гости вот за такую книгу чудесную, за такое настроение прекрасное. Поэтому всем рекомендуем почитать. Ну, а мы спешим к вам с последними новостями. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В России расширили право многодетных семей на получение единого пособия. Теперь выплаты сохраняются, если среднедушевой доход семьи превысил региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Ранее даже незначительное превышение порога лишало родителей господдержки. Новая норма, принятая по поручению президента, устанавливает размер такой выплаты на уровне 50% от прожиточного минимума на ребенка.
В ВУЗе Якутии на 5277 бюджетных мест подано более 48 тысяч заявлений. При этом наибольший интерес абитуриенты проявили к медицинским и инженерным специальностям. В текущем году изменились правила. Подать документы можно только лично, по почте или через госуслуги. А целевой прием стал более адресным с закреплением мест за конкретными заказчиками. Также ограничены условия поступления по внутренним экзаменам для выпускников колледжей и сокращено число платных мест по 40 направлениям. Сейчас компания перешла к этапу зачисления согласия от абитуриентов. Принимаются до 1 и 5 августа. Трудовые отряды подростков – важная часть летней занятости молодежи в городе Нерюнгри. Со следующей недели стартует третья смена, которая станет завершающей в этом сезоне. В первой и второй сменах трудилось по 18 человек. В третью смену выйдут 20 ребят. Участие в проекте дает школьникам возможность не только заработать первые деньги, но и приобрести ценный трудовой опыт, научиться ответственности и почувствовать себя частью важного общего дела. По окончании всех смен организаторы подведут итоги проекта. Лучшего участника выберут по ряду критериев: соблюдение трудовой дисциплины, проявление социальной активности и степень вовлеченности в деятельность отряда. Узнал о трудовом отряде я от друга. Он в прошлом году работал тут. И меня заинтересовало это. Я подал заявление. Нужно было аттестат и медкомиссию сделать. Вот прошел отбор и работаю. Тут мне больше нравится работа с детьми. В первую очередь. И мы придумываем для них квесты, проводим их, делаем инвентарь. И все это сплочает, что ли, нас. Зарплата достойная, абсолютно соответствует времени. И я не жалею ни в коем случае то, что трачу время на трудовой отряд подростков. Россия и Китай ведут переговоры о переходе на постоянно безвизовый режим на фоне значительного роста взаимных поездок. По данным МИД России, в 2025 году турпоток превысил 3 миллиона человек, а в первом квартале этого года рост ускорился до 50%. Параллельно российская сторона обсуждает упрощение визовых формальностей с Индонезией и Малайзией. В августе в Якутии зафиксировано необычное природное явление. В Хангаласском районе повторно зацвели подснежники. Обычно эти цветы, которые на самом деле являются прострелами, появляются весной в мае. В народе вторичное цветение связывают с затяжным теплом. Якутская дзюдоистка Надежда Татарченко завоевала золотую медаль на спартакиаде народов России в Магнитогорске, выступая в весовой категории до 78 килограммов. Она успешно одолела нескольких сильных соперниц на пути к финалу. В решающей схватке она должна была встретиться с лидером сборной страны Александрой Бабинцевой из Москвы, но из-за травмы соперницы в полуфинале Татарченко стала победительницей автоматически. В ближайшее воскресенье на соревнованиях выступят другие титулованные спортсменки из Якутии. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Но как часто мы ищем ответы именно в звездах, да, мы сегодня говорили о том, что вот можно скоро полюбоваться на небо и, может быть, там найти свои ответы, но гораздо проще, конечно, каждый понедельник узнать прогноз от звезд в нашем гороскопе. Что же они рекомендуют, узнаем прямо сейчас. Овен. Ваша активность может создавать невидимую тень для окружающих. Попробуйте на этой неделе чаще задавать вопросы, чем давать ответы. Удивитесь, но многие проблемы решатся сами, если вы позволите им созреть без вашего участия. В четверг особенно внимательно слушайте. Именно в тишине прозвучит то, чего вы ждали. Телец. Ваша суперсила на этой неделе – спокойствие. Финансовый поток нестабилен до четверга. Не ведитесь на спонтанные покупки. Наведите порядок в доме и освободите место для нового счастья. Близнецы. Вас разрывает от идей, и это прекрасно. Но на этой неделе ваш главный враг – невнимательность. Перепроверяйте договоры и адреса. В любви все как в кино. Кто-то будет закидывать вас комплиментами, а кто-то игнорировать. Не тратьте энергию на преследование. Рак. Ваша интуиция на этой неделе зашкаливает. Слушайте только себя. В понедельник и вторник возможны конфликты на работе из-за пустяков. Промолчите, и вы победите. А вот в выходные
выходные наступит полный штиль. Лев, вы будете в центре внимания. Но есть один нюанс. Не давите на близких своей царственностью. Во второй половине недели ваше желание устроить праздник жизни может ударить по бюджету. Будьте умеренны. Идеальный день для смены имиджа – среда. Дева. Меркурий играет с вами в прятки, поэтому первая половина недели не подходит для стартов. Зато вы станете гением планирования. Распишите все по минутам. В личной жизни звезды сулят встречу в самом неожиданном месте. Возможно, в очереди в магазин. Суббота – день отдыха. Если кто-то попросит вас о помощи, откажите. Спасайте себя. Весы. Ваша миссия – балансировать между работой и домом. На этой неделе вас будут дергать со всех сторон, но вы устоите, если не будете спорить до хрипоты. Обратите внимание на здоровье, организм требует витаминов. Скорпион. Ваша проницательность достигнет пика, но и не используйте ее во вред другим. В работе вас ожидают серьезные переговоры в среду, но вы выйдете сухими из воды. В личном, возможно, старая обида, отпустите ее, это ваш кармический шанс. Стрелец. Ваша оптимистичная энергия заражает всех вокруг. Начало недели идеально для путешествий или обучения. Но не разбрасывайтесь обещаниями, их потом не выполните. Если вы давно кому-то симпатизируете, суббота – день смелых действий. Козерог. Рабочий процесс засасывает, но на этой неделе ваша главная задача не табель, а семья. Вторник и среда – пик конфликтов с детьми или партнером. Проявите мудрость и уступите. Новолуние поможет вам в карьере, но только если вы отдохнете в субботу. Водолей. Ваша нестандартность сейчас – супероружие. Главное – будьте собой. В среду возможен крутой поворот в творческом проекте. В личной жизни появится человек, который вас не поймет, и это нормально. Рыбы. Ваша стихия вода, а на этой неделе она бурлит. Эмоции зашкаливают, особенно в понедельник. Займитесь спортом, чтобы выпустить пар. В личной жизни не стройте иллюзий, смотрите на факты. Хорошая неделя для смены обстановки. Переставьте мебель в комнате, это обновит ваши мысли. Всем еще раз желаем хорошего утра, прекрасного настроения. Пусть все мечты обязательно сбудутся, пусть все планы на эту неделю реализуются. Вот один из планов на сегодня – это, конечно, попытаться дать правильный ответ и получить прекрасную книгу. Увидимся с вами завтра. Пишите нам в Макс, телеграм-канал. Всегда рады вас видеть, обратную связь. И увидимся завтра. До новых встреч!